Ну что, ребят, всем привет! Очередной выход. Уже такая поздняя осень, ребят, на севере у нас. Позавчера был такой снег ужасный. Сейчас ставлю фотографию. В целом, думал, все, наступит зима уже, все, надо собирать лодку, поднимать мотор, хорош. Ну, опять же, снежок растаял, ребят. Такие маленькие краполя остались вот там, вон там от снега. Ну, потому что был дождь и моментально снег сожрало. Провожает малая Визинга, это устье, ребята. И сегодня я решил пойти на вниз, попробовать испытать счастье там. Давно туда, ребят, не ходил. Последние разы у меня были там неудачные. Последний раз я, ребят, ходил, и у меня там была спасательная экспедиция. Помните, там перевернулись мужики. К сожалению, этот человек утонул. Так что до сих пор, ребят, все в шоке. Ну, как бы ни было, это так. Помогал я там, ребят, людям, чтобы согреть, обогреть и так далее. Есть видос на канале, многие видели, постоянно пишут, спрашивают, ребят, да, трагедия произошла, но что было, то было. Ну, не будем о грустном, ребят. Погода не особо идеальная, так скажем. Такие вот ходят тучи, но они не дождевые, они такие снежные. Сырой снег идет, то не идет, но сразу махом тает. Ну, сегодня, ребят, посмотрим вниз. 9 часов, начало 10-го, выехал специально пораньше, потому что световой день короток, и надо прям, не знаю, посмотреть, подуспеть, прям, не знаю, определиться с местом, с дровами. Внизу есть, ребят, есть пару галечников, не галька, ребят, а галечники, давайте так, а то многие были тогда вопросы, а как же Лариса, поменял на гальку. Есть пару галечников, ребят, и вот именно что я сейчас сижу и думаю, а почему бы нет? Я рыбачил этот сезон на песках, на ямах, выход с ямы, какие-то обрывы. А вот на галечнике, ребят, не было у меня рыбалки. Есть пару галечников внизу. Будем пробовать их, ребят. Шмурдяка куча. Сегодня я опять с полным боекомплектом. Пила, палатка, печка, спальники. Короче, все, ребята, со мной. Все прям укомплектовано так, что можно жить просто неделю в лесу и как бы кайфовать, наслаждаться рыбалкой, природой и так далее. Все, ребят, прям весь предвкушение, отличное настроение, прям боевое, ничего не могу сказать. Выспался, все шикарно, так что давайте, братва, сразу лайкосик, наливаем чайку, что-нибудь покушать, ну и на просмотр. Все, ребят, погнал, моторчик работает, все шикарно. Все отлично, так что погнали. Добрался я до галечника. Вот здесь такой был шикарный, полноценный галечник с лесом, с тайгой. Крутой был обрыв. Ну вот, ну это буквально 5 лет. За 5 лет, ребят, просто пивник его уничтожил. В принципе, есть какие-то прогалы. Я знаю, что здесь камни, вот здесь полностью камни. Ну, блин, подход и заброс донок в такой траве будет вообще невозможен. Просто даже пробовать смысла нету. Но я, в принципе, недалеко, ребят, от этого места, где мы ночевали с девчонками. Ну, я имею в виду с женой и с ребенком. С Андрюхой, с американцем, когда приезжал в Чикаго. И, в принципе, можно здесь попробовать. Потому что здесь что-то вообще никак, ребята, смотрите. Трава вот это вообще просто все заросло. Ну, ты донку просто не сможешь, да, понятно, закидушку ты сможешь забрасывать.
Ну а донку навряд ли. Жалко, жалко, хорошие места зарастают. Ну, как-то так. Ладно, будем смотреть то место. Ребят, я на берегу. Опять такая туча прошла, снежная. Вон, смотрите, видите, они вот такими. Вон там видно, что все белым-белым, опять снег валит. А здесь пока нету. Даже солнышко проскальзывает. Пришвартовался такую гавань, заводь. Ну вот, в принципе, вот эти обрывы. Здесь небольшая ямка. Ну и вот, соответственно, немножко вот еще вот этого. Такой травяной обрыв такой непонятный. Ну тут, там тоже галечник, ребята. В принципе, такой возле берега неплохая глубина. Ну, мне все нравится здесь, в принципе. Мое любимое место здесь. Я по осени часто здесь бываю. Ну, это место недалеко от двух, так скажем, поселков, можно будем так называть. Ну, здесь, конечно, народ всегда присутствует, бывает, здесь рыбачат. Есть вот рогатульки, костровище вот тут и тут делал прям на берегу. Веточки. Немножко мусора, как обычно. Ну, времени у ребят вагон, так что место это оборудуем как надо. Сегодня хочу, ребят, взять количеством. И, соответственно, как правило, я обычно здесь только вот на этой яме рыбачу. А сейчас попробуем вот прям до кустов вот этих дойти все донками. Ну, точнее, вот возьмем закидушками, потому что с травы очень удобно закидушками. Вот видите, ребят, донки донками, а вот, допустим, сейчас на гальке, если бы было 10 удильников таких, можно было там ночевать и спокойно ловить. Ну, соответственно, размотка идет на землю, малейшая травинка, и ты просто не забросишь. Ночь будет просто ужасная. Так что, в принципе, с приобретением мотки надо потихоньку переходить на такие удильники. Ладно, поднимемся на обрыв. Ребят, посмотрим, что у нас, как здесь дела. Неужели это тот пакет, который я оставлял. Там были продукты, картошка, кабачок. Все это сгнило, блин. Че, ребята, уху не делали. Вот здесь пенечки. Все как, ребят, прежде оставалось. Ну, здесь кто-то вот употреблял. Бутылки вот в костре. Здесь обычно палатку ставили вот в этом месте. А так все шикарно. В принципе, все отлично. Пенечки. Те же пенечки. Бутылку вот эту питьевую воду я оставлял. Ладно, сердце у меня здесь, ребят, остановилось. Прям говорит: тормози, Андрюха. Здесь, короче, ребята, закайфуем. Снегопад прет, блин, жесткий. Ладно, сейчас сразу поднимаем тогда вещи. Ставим палатку. Обрыв, правда, но ничего. Можно подниматься. Все в палатку, потому что за целый день все вымахнет махом. Если будет такой снег сырой. Дров я там посмотрел, куча. Там кто-то пилил. Там сушину завалили. Я вон даже сейчас прошелся немного. Собрал. Так что там сушина лежит. Напилим на печку. Сегодня палетов не брал. Решил. Ну, знал, что здесь дрова будут. И не стал брать. Так что как-то так. С одной стороны, ребят, вещей, в принципе, немного. А по габаритам как будто очень много.
Но начну по порядку, потому что постоянно задают вопросы, что берешь вообще с собой. Ну, понятно, это дело пила. Вожу я просто ее в рюкзаке старом. Ну, чтоб снег, дождь как-то все равно немножко... Вот видите, ребят, буквально вот сейчас то, что ехал, навалило. Чтоб немножко она защищена была. Вот и печь. Дамир, братан, спасибо тебе за печь. Пока хожу у Дамира с печкой, потому что своей пока нету. Палатка Алтай, ребят, УБ-2. Универсальная палатка. Это зимняя, двухслойная. Летняя, с москиткой можно второй слой снять. Палатка баня. Ну, короче, в принципе, 13 килограмм, ребят. Такая можно и с семьей. Ну, понятное дело, не раскинешься в ней, но а одному прям вообще за глаза. Основной рюкзак, ребята, это у меня здесь прям, ну, я не знаю, вот этот рюкзак просто самый-самый важный, наверное, из моих рюкзаков. Здесь много отсеков, соответственно, у меня здесь все лежит по полочкам. Основной рюкзак, самый большой, там снасти, насадка, короче, всякое разное. Здесь у меня маленький рюкзак, маленькая сумочка снизу, там газ, таблетки, короче, всякая разная такая, знаете, приспособа, какие-то маленькие ножовки, веревки, цепи, что угодно, что может просто понадобиться, скотч, изолента и так далее. Здесь по мелочи. Здесь, в принципе, второй рюкзачок маленький, на нем идет. Там уже фонари, зарядки, пауэрбанки, всякое разное, камере, прибуду и так далее. Сумка-холодильник тоже постоянно спрашивают. Ребят, компания Артика, с ней работаю, прям нравятся термоса, вообще ихнее производство прям, что на есть классно. Здесь посуда, кружки, ложки сразу в одном отсеке. Ну а здесь 26 литров. Здесь уже продукты, все всякое разное, там специи и так далее. Ну и сейчас начал брать в последнее время сумку. Это дорожная сумка. Здесь у меня спальник, коврик, дождевик, короче, баннер. Вот такие вещи, ребят. Ну, которые, знаете, в принципе, они легкие, но они места много занимают, когда, допустим, они по отдельности лежат. Ну, неудобно. Туда куда-то припихнешь, туда. А здесь в одной сумке они лежат. Вот так. Так же, как бы и от дождя. Подушки даже, ребят, одежда. Всякое разное. Так что, короче, все необходимо. Так, по минимуму. Ну, остальное там бензин. Это уже в лодке. Вот такие дела, ребята. Все, ставим палатку. Снег надоел уже, вон опять туча, циклон идет. Смотрите, ребят, какой. Так, ну что, ставим палаточку. Сразу надо, дом поставить, чтобы вот этого не было. Вот этого сырости. Сейчас, так, секунду, ребята, секундочку. Я хотел сначала постелить, так сказать, баннер, потому что земля сырая. И как дополнение будет к полу, чтобы не на сырой земле сидеть. А еще доп такая будет у меня подстилка, так скажем, к палатке. Это 6х3. Сейчас мы ее, ребят, расстелим как-то таким образом. А на нее уже палатку поставим. И спать мягче будет. И нам удобнее. Под печку, конечно, место сделаем отдельно. Короче, как-то так. Ладно, ставим. Смотрите, что творит, а. Зараза, блин. Погода выгоняет. Иди, говорит, домой. Чуть с ума не сходи. Опа. Ну вот так вот. Сейчас мы тут подстелимся и будет шикарно.
Баннер старый уже, ребят, дырявый. Ну, по нему уже не жалко там прожечь его или что-то еще. Вот так я сейчас туда все закрою под слой. Вот. Здесь как будет спальная зона. Ну а здесь поставим печечку и все дела. Ладно, сразу сейчас все занесем, что вот все уже сырое, блин. Все рюкзаки. Благо пока добирался, погода нам прям позволила доехать. Ну и печку, печурку будем сейчас ставить. Так, здесь уже перчаточки специально оставили, чтобы можно было заниматься. Кто смотрел, ребят, то видео, я уже объяснял по трубе. Кольца я убирал. Труба не залазит, блин. Заводские кольца. Труба не залазит. Ну, на немного, в принципе. Но факт в том, что они не залазят. Пока печки не будет, не буду я резать. Потом уже по факту. Но в этом сезоне по-любому возьмем. Так что пока добрые люди дали мне в пользование. Пользуюсь. Вот хрена там синяк идет, блин. Все, ребят, готова печурка у меня. В принципе, отлично. Вот с палаткой шел коврик на пол. Вот я тут его так заматываю, чтобы, ну, хоть чуть-чуть, но все равно какой-то противопожарная безопасность идет. Здесь, в принципе, целая полоса идет, защита отлично. Переходник один не надо. И многие писали: Андрюха, ставь трубу прямо. Я тут раз одно колено ставил ниже, и у меня угол уходил. Сейчас попробую, ребята, вот таким образом. Не знаю. Ну, типа тяга теряется, что-то еще. Ребят, никакой тяги не теряется. Вообще все шикарно. В таком положении вообще все идет махом. Но я считаю, этот угол дополнение к искрогасителю. Потому что струя бьет все равно в колено, и искры не такие большие улетают. Да и, не знаю, так как будто красивее. Но в целом, ребят, все работает, так что все отлично. Экраны здесь, сзади, ну и снизу. Отлично, все работает, ребят. Еще раз определяюсь, палатка, печка ручной работы. Мужичок делает сам. Сразу растопим печку, ребят. Вот тут два пенька были, вот эти я их сейчас поколю. Все равно пилить буду дрова. Там видел доску. Может тут соорудить что-то. Опа. Ребят, смотрите, короедушка. Ладно, пускай живет. Не будем сжигать его. Такие сырые, гнилые. Сейчас раскочегарим, я думаю. Печурка разжигается, костерок небольшой сделаем. Чайку скипятим.
как-то взял плитку, да если что, будет дождь, погода плохая, то костер нам не понадобится, будем готовить прямо в палатке. Все. Отлично. Пускай разгорается. И костерок сейчас подпалим. Сразу. Не отходя от кассы, как говорится. И все. Ну что, пойдем попилим дровишек сразу, заготовим, чтобы оставить эту тему, уже не задевать ее. Пойдем-ка мы, ребятки, попилим. Так, ну в целом я вот там нашел, прям недалеко. Такой завал там был весной. Там, короче, дров вообще махом хватит на 2 года, если не унесет по этому сезону. И вот бревно, ребят, смотрите какое. Блин, распогаживается, аж солнышко выходит. Здорово. Вот там доска. А какие-то года здесь вообще, ребят, ни дровины не было, блин. Я здесь таскал, блин, корни. Вот такую красотку к нам примыло сюда. Вот сейчас мы ее и пошинкуем. Так, в принципе, вот эта чурбана, я думаю, нам хватит на всю ночь. Сейчас повернем и уже допилим с другой стороны, чтобы не зажимало пилу. В принципе, можно на 3 части отнести ближе к лагерю, там уже допилить ее. Отлично. Пила, конечно, ребят, у меня цепочка уже подустала. Надо срочно на замену. Вторая была. Дал ребятам строиться. А третья тоже не точеная. Оп. Опа. Ну вот этот корешок, костерок. На всю ночь хватит, блин. Корни они такие, блин. Стоит запалить его. Все. Только вороши потом
Не горит. Дерево кость называется. Оба. Ну все, перетащил. Ну что, братцы, наточил я свой топор. Головешек, говорит, полный двор. Кстати, спрашивали по поводу топора. Победит тонер. Ну, типа, топор колонн. Есть вот такое сечение. Как бы резкое. Ну, ничего такой. Это не фискарс, ребят, никакая реклама. Просто постоянно спрашивают. Отвечать постоянно. Вот, пожалуйста. Лариса Юрьевна мне его подарила на день рождения. Прям шикарно. Сейчас поколем. Ну вот, столько дровишек. Колет на раз-два. О, вот это дрова, конечно, ребят. Не дрова, а просто кайф. Сухие. Жара будет. Жара, июль. Ну вот, братцы, что. Мне хватит на день. Занесу, правда, возможно, будет опять снег, чтобы не намочило особо. Да, это смоляк. Ему даже сырому ничего не будет. Опачки. Так, ну что, пока чаек у нас доходит, костер, правда, потух, пока я дровишки пилил. Сырые дрова. Ну ничего. Сейчас наколол. Сейчас махом. Все это дело, ребят. Перекусим по-быстрому. По-свойски, так скажем. Быстро-быстро, ребята. Чайку. 5 капель, наверное. У меня есть такой армянский. Сейчас вот что-нибудь нарежем, ребятушки. Колбаски. Колбаски, помидорчик, перчик. И все будет отлично. Опа. Ох, ребята, красота-то какая, а? Вообще песня просто. Последние денечки, блин. Даже не верится, что сезон заканчивается. Сезончик подходит к концу. Ну, отвоевали, хорош. Сезон, в принципе, ничего такой, мне понравился. Я просто почему веду, ребят, у нас сегодня вторник, а в четверг у нас уже будет минус 7. Вот я и думаю, будем закрываться или еще пободаемся. Ну что, бояре, будем за налима, за эту интересную рыбу, за интересную рыбалку. Ну и вообще бытовуха таежная свое берет все равно плюсом. Так что давайте. Хороший армянин. Между первой и второй промежуток, все верно, ребята. Ну все, в принципе, отлично. Ну, специально пораньше пришел, чтобы вот заниматься вот такими делами. Потому что вообще
5, уже в 5, ребята, уже все хорош. И до 6 вечера, ой, до 6 утра, в 7 часу только начинает расцветать. А если будет пасмурно, то это еще на дольше. Так что дрова, лагерь. Сейчас до старицы сплаваем, посмотрим, в каком состоянии она. Кинем сеточку, вырубим рогатульки, расположим все доночки. Так, у меня сколько? Штук десяток, наверное, донок, ребята, 3 закидушки. Ну, в районе 13 доночек у нас будет установлено. Черви, слава богу, есть, так что все хорошо. Будем. О, костерок разгорелся. Ух и благодать, братва. Ё-моё, а. Да, за вот это только надо жить, по-любому. Да, и здоровье, главное здоровье. За здоровье не будет вот этой красоты, не увидишь. А остальное это все, ребята. Приходящее, уходящее, знаете. Техника это покупается, продается. Но здоровье надо, главное, иметь. И тогда уже будет возможность. Ну, погода шикарная. Не знаю, ребят. Опять в перелом какой-то погоды попал. Что-то яснит. Посмотрим по налиму как что. Ну, сегодня будем брать количество, не знаю. Последние рыбалки. Надо отлавливаться, ребята. Надо мстить. Отвоевывать прошлую ночь. Вообще ужасная ночь была. Блин, ужасная просто. Ох, хорош чаек. Чаечек, чаечек. С печуркой хорошо. Бам-бам развесил. Рюкзак сырой вон насквозь. Сейчас пока будем делами заниматься, подсохнет. Вон, ребят, тяга, видите, какая сумасшедшая. Накрываем и все. Что, ребят, сходим, посмотрим. Сплаваем до старицы, посмотрим. Старица, конечно, пересохла, ребят, но можно поставить. В принципе, здесь вон стоят старые рогатульки. Но туда уже не зайду. Все. Прям к ним и привяжемся. Ну, как обычно, ребят. Сеточка у нас 2 штучки. Походные мои. По 15 метров. Здесь, кстати, бобер живет, смотрите. Свежий выход бобра. Не знаю, посмотрим. Может, какая-то рыбка осталась здесь еще. Вода, конечно, не та, которая должна быть по осени, но как бы ни было. Пытка не пытка. Попробуем мы что-нибудь добыть. Не знаю. Связь тут поймал на старице.
Ну вот, одна и вторая. Вот так продолжим вдоль вот этой заводи. Посмотрим, не знаю. Ну, на моторе. Потихоньку, помаленьку. Тем более такие сетки, они легко ставятся. Все. Пускай стоят. Мелко, все высохло, воды нету. Ну ладно. Едем на базу. Нормально, дела сделал, иду на базу. Что, в принципе, все отлично. Сейчас начнем доночки мастерить, там поводочки поменяю. Ну и потихоньку начнем забрасывать. Время у нас второй час. 3 часа, короче, ребят. 3,5 часика и темно уже, все. Так что потихоньку начнем. Ходим, ребят, в бухту. Все. Теперь мы дома. Теперь мы дома, ребята. Водка нам не понадобится до утра. Втыкаем кол. Так, ну что, доночки мои, кормилицы. Доночки перебрал сейчас, ребят, все отлично. Не знаю, 1000 раз повторял, но постоянно спрашивают, что да как, Андрюха. Блин, ребят, да все просто, очень-очень просто. Я не знаю, вот наглядный пример, сейчас пока здесь. 2 поводка. Больше не ставьте, потому что, ребят, вниз забросите, все перепутается, будете психовать. 2 проверено. 1 как будто можно, но 2 в принципе отлично. Грузило, петля в петлю, поводочек, петля в петлю. Крючки разные, карповые, ребят, с длинным цевьем, без разницы. И второй поводочек, петля в петлю. Второй поводок делаю на уровне, ребят, бедра. Ну, в принципе, чтоб можно было забросить, потому что держусь именно вот за этот узел. И заброс делаю от узла. За леску, ребят, держась, вы не забросите просто. Вообще никак физически вы не забросите. Ну, как-то так. Основная 0,6, 0,7. Поводки 0,3, 0,4. Да, ребят, грубая снасть. Ну, 0,3 ставлю. Почему 0,4? Потому что, во-первых, она чуть-чуть жестче и не так путается, если поставить тонкий поводок. А так все очень простенько. Мотовилки самодельные, грузила самодельные. Но это, в принципе, вот этот заводской. С грузилами что-то у меня напряжка стала. Заливаю ложки. Вот такие стандартные, всем известные, наверное. Еще разные формы. Вот такие. Это я не помню, это у меня что-то было. Какая-то площадка, типа как чашечки. Туда и заливал. Вот, все, ребят. Ничего больше сложного нету. Постоянный запас поводков, крючков, грузил. Вот с грузилами что-то у меня уже напряжка. Все. Поводки вяжу сразу. Ножичек, ну, чтоб удобнее было. Ну и колокольчики, естественно. Все, ребят, ничего больше. Ну и наживка, червь дождевой, выползки. Вот они, ребят, красавцы. Красных вот таких именно я не использую. Ну, попадается, потому что мне копают люди. Времени бывает не хватает, я заказываю. Плачу за это деньги. В основном использую белого дождевого червя. Вот таких красных, ребят, я не использую. Потому что, ну, оснастка такая грубая. При забросе, ну, просто махом это все срывается. Червь, вон, видите, он половинчится просто. От удара от воду он половинчится. И останется просто одни головы на крючке. Так что как-то так. У всех по-разному берет. У кого-то, ребят, на живца, у кого-то так. Ну, у нас, я пробовал, поверьте мне, я рыбачу на Лима очень давно. Пробовал и так, и так. Основная наживка — это червь. Пучок червя. Бросаем пока. Рано, конечно, на Лима. Ну, поздняя осень, в принципе. Почему бы и нет.
упала. Хорошая глубина. Прям шикарная. Но груз здесь маленький. Стаскивать будет. Далеко, в принципе, кидать не надо. Так. Ну, в закидушках, ребят, у меня стоят хорошие грузила. Тяжелые. Плюс еще для течения. Здесь как раз течение очень бешеное. Поворот прям сюда упирается течение. Ну вот можно зарядить вот такие усики и будут упираться в грунт. Но я пока их не буду ставить. Попробуем так, что у нас покажет. А дальше будет видно. Надо будет где-то добавим. Далеко здесь кидать не буду. Здесь вал получается прямо здесь. Ну вот. По колокольчикам тоже, ребята, ориентируюсь. Вот есть такие позвонче. То бишь, я тоже смотрю, насколько лагерь далеко, и чтоб, ну, подальше, если то позвонче ставлю, если поближе к лагерю, то, соответственно, ну, такие слабенькие. Потому что разные колокольчики, постоянно их теряешь, а покупать не всегда хорошие найдешь. Тоже потом гниют, ржавеют. Раньше вообще из гель сделали, рыбачили. Вот здесь тоже такие короткие донки поставлю, вот здесь, на вот этой гальке. Правда, здесь и хорошая рыба, здесь доставать плохо будет, блин. Оборвать можно, потому что, ну, метр получается. Здесь коротенькую поставим. Ну что, возле лагеря поставим такой колокольчик. В принципе, здесь возле лагеря у меня они везде будут стоять. Если поклевка даже такая, я уже буду ориентироваться и знать, что здесь сразу где-то возле лагеря. Бубенчики в той стороне. Там одна донка, звонкий колокольчик. И вот здесь по яме поставим. О, смотрите, ребят, что делают. Поклевка какая-то, блин. Ну, я говорю, вот. Многие пишут там: Андрюха, почему приезжаешь, занимаешься дровами, там, костром? Почему сразу донки не ставить? А смысл, ребята? 10 донок, по 2 поводка, по 3 червя. Считайте, сколько червей. Как бы черви тоже даром не даются. Надо потрудиться, чтобы накопать их, время потратить. Так что я прихожу за налимом, я знаю, что сейчас делать нечего. И как бы смысл ставить конкретно уже прям на ужин ему на стол. Ребят, смотрите, что нашел. Реалитет. Ого, еще заряженный, блин. 12 калибр. Шестерка вроде. Угу. Шестерка. Вот так у охотников падают, потом примывают. Вот так вот. Конечно, такое время года и такой обрыв открытый, блин. Это, конечно, дорого стоит. Обычно вот примерно ходишь, ну вот где-то в этом районе донки ставишь. А сейчас смотрите, вода какая, ребята. Да. Не угадаешь. С каждой ходкой заберем дровишки отсюда. Пускай у нас там в костре они будут. Так, костер, в принципе, не нужен. Чисто, чтобы дымело. Чтоб дым шел, да и все. Палатки огонь, блин. Тепло, блин. Вон уже все подсохло. Шикарно прям. Еще одну добавим. Пускай. Так, братцы, ну что, в принципе, все. Вообще прям
по красоте. Доночки стоят, все шикарно. Время у нас 2:30. Ну, можно и горячего что-нибудь хапнуть, ребят, на скоряк. Есть там у меня одна приколюха. Сейчас мы ее на печурке согреем и будет огонь. Так. Так, ребята. Мясной начинкой разогрел и поел. Давай попробуем. Кстати, ребят, патронов. Вот то, что я нашел. Блин, ни в коем случае не кидайте вот возле лагеря где-то. Ну, мало ли костер кто-то будет разжигать. Все это хана. Тем более это латунь. Пластмасс, да, он может расплавиться. Порох там хопа, и ну, дробовой отсек не взорвется. А здесь прям самая настоящая бомба. Просто можно, блин, травмироваться, да и вообще с летальным исходом. Так что такие вещи, ребят, лучше утилизировать сразу. А на печке будет все долго. А я пока здесь на улице вынес сковородку. Сейчас мы здесь на костре согреем быстрее. Опа. Ну все, в принципе, пирожки наши готовы. Немного согрел, да и все. Что, братцы, по третьей, наверное, за погоду дала добраться, поставить снасти. Тучки ходят, снег такой. А сейчас уже все, ничего страшного нету. Дрова есть. В палатку засел. Дождевик одел. Ходи, проверяй. Ничего страшного. Ну, будем за октябрь, за уходящий октябрь. Ох, злой армян. Что за такие приколюхи? Ничего. Можно робить. Да, ребят, погодка разыгралась, смотрите. Шикарная погода прям. Ну и чувствуется, циклончик идет, да? Не зря минусовую погоду обещают. Зима, ребята, зима крадется. Скоро первый лед. Но пока еще на налиме. Пока на налиме еще. Берег, ребят, наш полностью. Начиная от того торфяника, ну и вот заканчивая вот теми кустами. Полностью все. Костерок, ребят, печка. Вообще прям милое дело. Ну вот, что по налиму не хватало поздней осенью, это вот, конечно, палатку с печкой. Все, вот реально. Совсем другая ситуация, вообще другая. Дождь, не дождь, все без проблем, вещи. Переоделся. Все подвесил сушить, все классно. Да, теперь я уже понимаю, что вот надо было вот это. И все. Сейчас просто кайф, просто кайф. Так, ну что, есть времечко. В принципе, можно пока дровишками заняться, доколоть поленницу. Все сложить аккуратно и уже потихоньку переходить в сумерки. Уже сейчас через часик уже будет темно. Так что потратим это время с пользой. Елка, блин, сучкастая, но все равно колет.
разбили. Да, братцы, красота вообще. Чаек сейчас закипает, чайку попью и начнем перезакидывать. Сегодня большое количество нонок. Не знаю, посмотрим. Ну и, конечно, лежу здесь, кайфую, тепло. И вот такой вид, ребята, в палатке. Река, сзади лес. Ну, очень, конечно, кайфово. Последние вот деньки, короче, нашей осени, лета. Вот этого зеленого немного. Все. Скоро будет все белым-бело. Длинная зима, ребят, которая длится полгода. Ладно. С одной стороны, это тоже хорошо. Все, ребят, пошел заморозок. Чувствуется. Уже 0. 100%. Так, ну вот это у меня, ребят, крайняя доночка. Дальше я не попер. Там кусты, блин, мешают, блин. И прям так рядом с этим обрывом. Ночью навернешься, там будешь бегать. Все, у нас 5-й час. Потихоньку темнеет. И все, ребят, насаживаем. Плотные шматки червя. Уже ждем выхода капитального. Так что добавляем, перепроверяем. И уже ждем. Не знаю, конечно. Последние рыбалки прям вообще никакие были. Такое, знаете, желание такое. Стимул такой отбивает, блин. А так-то все хорошо. Лучше бы такой морозик, чем я попал, блин. Снег с дождем, это вообще никак, блин. Ладно. Долбим. Недалеко здесь яма, здесь свал галечный. Моторы домой идут. Все темнеет, люди домой идут. Ну так, в целом, в принципе, не особо поедено, но есть нижние поводки. Мелочушка все равно гуляет. Ну, здесь тоже немножко пожамкано, а так все хорошо. Все, ребят, я дома. В принципе, свет ставим уже. Проход сделал. Все. Отлично. Теперь только остается ждать. Сейчас быстро свет поставим. И все. Можно будет кайфовать. Кайфовать здесь, братва. Ну что, да будет свет. Да будет свет. Опачки. Так, эту мы выкручиваем. Это нам не нужна. Эту мы закручиваем. Все. Шикардосик. Шикардосик. Подушки валятся.
Ну все, темнеет, ребят. Все, червей занес, мороз. Теперь только ждать. По поводу освещения тоже спрашивали. Я просто стараюсь немного отвечать, ребят. Может, кому-то это не понравится, но спрашивают, я отвечаю. Получается, 5-я ночь будет. Ну, в принципе, всегда на одной, на 2 лампочек у меня было. Пока без зарядки. Отлично. 5-я ночь, ну, я не знаю, по часов 7, наверное, 8-9 точно светит каждую ночь. Беспрерывно, так что пока вообще доволен. Ну, наверное, после этой ночи заряжу аккумулятор, чтобы уже был заряженный, и отлично. Так, светом доволен. Шикарно вообще. Мне нравится. Так, ребят, ну чё, что-то полежал, отдохнул, достаю освещение. Свой арматековский фонарь. Нарадоваться на нем не могу, конечно. Шикарный фонарь, ребят. Ну, ценник, конечно, злой. Ну, в комплекте у меня еще мой прожектор. Все его узнают. Китайский. Ну, большой пауэрбанк на 30 тысяч плюсом. Чтоб зарядить, если что, все можно было вот это все дело. Мало ли какие-то непредвиденные ситуации возникнут. Да и так, камера, не камера, все заряжается. Я таскаю вот один этот большой. Он, правда, тяжелый, 700 грамм. Ну, зато хорошо. Так, ну что, потемнело уже изрядно. Пойдем перепроверимся еще. И уже можно заползать конкретно уже в нашу берлогу. Сильно не буду закрывать. Печка шумит капитально. Что тут у нас с костерком? Все уже прогорело практически. Ну, нам костер, в принципе, и не нужен. Все, махом хоть глаза выколи. Ни хрена не видать. А морозик, да. Все прям таким уже инеем покрылось. Ну, проход начну сейчас с конца. И будем подниматься туда, на лагерь. К нашему лагерю. О, смотрите, ребят. Какой иней. Какой заморозок хороший. Нет, все хорошо, все четко. Ну, проверку все равно надо сделать, пройтись. Проверочку сделаю и уже не буду так часто выходить. Уже будем раз в час, наверное, раз в полтора выходить, смотреть. Ну, если зазвенит, конечно, услышим, то будем брать. А так вот, все идеально. Все идеально. Если бы выход был, звенели бы донки. Что-то у нас опять скучно, как будто начинается все это дело. Вроде забросил. Неудобно, обрыв здесь мешает. Галька. Видите, по камням, ребят, ползет груз. Вот встал. Звезды. Мороз. Так, последняя донка здесь у меня. Нормально. Те просто колокольчики некоторые замерзли, блин. Если поклевка была, даже слышно бы не было. Не, все, ребят, идеально. Просто идеально. Пока не идет налим. Ждем. Немножко травы. Все шикарно. Зацепов нету. Самое главное. Все, вон, пучки как насаживал, так все и есть. Черви пока нормально, живые, не белеют. Бывает белеют от холодной воды, так я меняю тоже. Ну давайте, родные,
не подведите. Опа, чуть не наступил. Все, на лагерь. Все, отлично. Ладно, что, мы тогда, ребят, укомплектовываемся потихоньку, разденемся. Блин, ну что делать? Так бывает. Просто надеялся вот эти 3 часа, как только потемнело. Обычно вот это как бы вечерний выход. Я вот прям постарался вот его так прям, ну, первый час 2 раза прошелся, второй час раз прошелся, третий час раз прошелся. Нифига, ребята, вечеруха промолчала. 7 часов, ну, в принципе, время-то такое детское. Ну, тишина, тишина. Ладно, покушать приготовим, да и полежим. Тут в углу, кстати, ребят, Ешка и чуть-чуть интернет пролавливает. Не знаю, найду связь в интернет выйти. Может, как-нибудь что-нибудь посмотрим. Ну, все равно что, красота. Сниму, ребят, я сапоги, носки немного влажные, чуть не просушить. А вот эти, конечно, к печке нельзя ставить. Махом на 2 размера меньше станут, да. Так, чтобы в носках ноги чуть устали, да. В носках тут удобнее, поприятнее будет. Так, немножко просушить. Давайте туда вот, к двери. Ой, хорошо в палатке, ребята, четко. Тепло, блин. Красота. Ладно, что, давайте, наверное, перекусим. Ну как перекусим, поужинаем. Чайник я поставил, ребят. Кипятится. Сейчас гречка такая есть. В пакетиках. Сейчас пару пакетов, наверное, заварим. А на сковородке мясо пожарим, ребята, с лучком, с морковочкой. И такой гуляшек сделаем, и потом гречку туда. Я буду ништяк, думаю, будет. Давайте начнем, наверное. Время уже у нас 8 без 10. Тарелочку, 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 тарелочка. Тарелочка присутствует. Ножик на месте. Так, гречку я достал. Лучок, морковочка. Сейчас быстренько все сделаем. Одну морковочку пошинкуем. Жарочку сделаем. Пол головки лука, ребят. Кстати, небольшой совет. Так-то как бы я не особо-то какой-то там кулинар, но готовить люблю. И головка, ребят, можно вот так, таким образом, не дорезая до конца. Вот видите, она спокойно держится и как бы не разваливается. Если надо поменьше, то можно сделать еще прорез. А если еще меньше, то можно еще и 2. Лук не разваривается, точнее не ломается и режется красиво, аккуратно. Сегодня взял плиту. Тут раз не брал ее. Что-то как будто горелкой тоже чай потом. Чайник кипятить тоже не камильфо.
Сейчас мы ее установим нормально. Ох, сколько плита, конечно, повидала уже, ребят. Ну, тема шикарная. Так, немного приоткрыть, наверное, чуть-чуть нам дверьку. Как же, ребят, без мяска, да? Хорошего куска мяса. Вот такая филюха. Сейчас мы ее тоже поднадрежем. Как-нибудь. Вот такими кубиками ужарится. Котелочек закипел. Мы туда, ребят, гречу. Пускай она там варится у нас. Все, морковочка чуть-чуть обжарилась. 5 минут. Лучок, минутка. И сразу мясо. Сейчас все будем, ребят, обжаривать. Сижу тут, ребят, как этот, на корточках. Блюдо готовлю, блюдо дня, блюдо вечера, точнее. Мяско покрупнее нарезал, ребят, чтоб чувствовалось прям, понимаете. Ух, бомба. Так, специи, что по специям? Ну, специи к мясу по-любому, ребята. Это бабки не ходи. Ну и солюшки немножко. К мясу специй. Запах, конечно, вообще. Люблю я, ребят, всякие пряности. Вот прям люблю, не знаю. Кто-то просто, может, не любит. Любит классику, но я специи прям обожаю. Немножко солюшки. Гречка-то не соленая у нас будет. Потом, если что, добавим перчик. Да, в принципе, все. Больше нам ничего не надо. Что-то проскальзывает, ребята, какой-то интернет. Попробуем сейчас зайти. Вот в одном положении вот прям ловит хорошо. Не знаю, загрузит, не загрузит. Чтоб под ужин что-то просмотреть. Пока что-то тишина. Смотрим, не знаю. Так, ну, минут 12-13 уже на греча варится. Ну, там написано 15 минут ее варить. Так, сбой доступа. Угу. Попробуем еще раз. Ну вот, пошла загрузка. Ну, еле-еле, короче, ребята. И че, может, что-нибудь посмотрим. Так, ну что, 15 минут прошло. Строго по рецепту будем готовить. Снимаем котелочек наш. Универсальный котелок, ребят. Достаем нашу гречку. Ну да, сварилась. Все, сварилась, да. Так, ее пока сюда. Так, ну что, заводим баркас.
И сюда, ребят, наш гарнир. Все, выключаем. Ужин готов. Быстро и вкусно. Так, надо на хлебушка. Хлебушка-то на Лобезалова, на Черникова. Ну, ребят, пробуем. Во. Вещь. Как раз специи дали вкус. И гречка прям такого же вкуса. Отлично. Ну что, братцы, давайте со мной. Двери открыты, в гости. Милости просим. Такая сковородка я не вывезу по-любому. За ужин 5 капель. На улице мороз. Сейчас дозвонились до меня мои. На поселке -3. Что-то, ну, 2, что-то -3, короче. Вот так вот. Тишина. У меня тепло, светло, уютно. Еще и вкусно. Так, будем пьяны тогда, ребята. Ваше здоровье. Как сказал бы мой друг, как теща под лед. Не в обиду, конечно, всем там. Шикарно. Что-то такие, ребят, сомнения у меня. Что последний лен, говорю. Закрытие сезона грозит уже. Все. Хорош, наверное, отбегались. Но в этом сезоне не считаю даже, ребят, ночных рыбалок. Больше, конечно, в одного. Но не получалось у меня с друзьями. Точнее, может быть, у них не получалось в большей степени. А так были хорошие рыбалки. В целом, если посчитать по налиму с осени, то больше 30 штук там мы точно выловили. Трофеи так и не подняли. Самый крупный был за 2 килограмма. А так в основном такие килограммовики. Ну, у нас река такая. Не дает больше налима. Хотя есть налим, есть. Надо новые места, ребята. Будет мотор помощнее. Здесь уже точно меня не найти. Я буду уходить по-любому. Найду себе место. Прежде чем за зиму куплю холод. Чтоб понимать суть. И уже кататься, ставить точки. И уже рыбачить. А пока так. Отлично. Ну, я доволен, ребят. Не могу сказать, что мне тут что-то сейчас сижу, тут унываю. Нет, ни в коем случае. Все равно кайфово, братва. Ух. Я не знаю, блин. Вроде для счастья вот надо вот всего лишь вот этого. А ностальгия берет, знаете, как будто я не знаю что. Ну, в планах изба, так что
Работы будет много. Ну и перволетка. Перволетку, наверное, ребят, я уезжаю. Уезжаю на север. Буду открывать его там. Будет интересно 100%. Я имею в виду с рыбалкой, там будет, наверное, все классно. Посмотрим. Ребят, настроил. Есть контакт. Охоту сейчас посмотрим на рябчика. Короче, перезагрузил и нормально пошла. Ну, не зря же в связи служил. Все-таки младший сержант. Отлично. Сейчас будем кайфовать. Уже стреляют, блин. Опа. Небольшой снежочек, как оказывается, крополит. А я прям не слышу. Лежу, кайфую. А я прям кайфую. Ну, сходим, посмотрим. Да, небольшой снежок. Морозик. Хороший морозик, блин. Закидушки, блин, все замерзли, бедолаги. Закидухи все замерзли. Не, все идеально, чисто. Ну, я имею в виду. Никак. Ох, печалька, конечно. Но а здесь кто-то как будто ямку, ребят, смотрите. Кто-то тут трогал. Все-таки подходил кто-то здесь на закидуху. Мелкий налим, что ли. Потрогал немножко ее. И то даже выплюнул. Вообще, короче, вообще не ходит. Ну что, друзья, все, полностью сделал проход еще очередной раз. Тишина. Все, ребята, походу это на последняя рыбалка этого сезона по жидкой воде. Пошел снег такой нормальный, он слышно прям по палатке. Ну и вот через пару дней -7 надо, ребята, комплект мыть, упаковывать, сушить, и уже, наверное, хорош. Бились, да, мы в этом сезоне неплохо, я бы сказал. Ну, надо и честь знать, так что будем ждать уже ледик, ребята, твердую воду. А так уже все. Смысла не вижу ходить, потому что, ну вот, последние рыбалки вообще никак. Можно, конечно, еще двигаться, в принципе, но если был бы результат, а результата, как правило, нету. Поставил чай, сейчас чайку попью, дрова занес. Все у меня шикарно здесь, тепло, сухо. И лягу покемарю, наверное. Не знаю, часик-два посплю. Если не лень, буду, встану, еще перезакину. А если нет, то до утра, ребята. Так что чаевничаем и на боковую. Доброе утро, братва. Что у нас по времени-то? Ого, 7 час. Не 7, а почти 7. Да. Ну что, ребят, со смоляком, конечно, печально. Надо все равно сырую
На печку на ночь сыровато, что-то надо искать. Ну, горит махом, потому что. Так что 2 штуки кидаю. 2 часа у меня есть, ну 1,5. Кимарю, сплю. И потом как как на автомате у меня. Глаза открываю, смотрю, у меня угли. Я 2 штуки сую, бать. Все, печка затрещала. Глаза открываю, у меня угли. И вот так, короче. Ну вот и считайте. С 12 до 7. Короче, раз 6-5 я вот так вставал. Ну еще что плохо, то что вот смоляк вот этот, он трещит, блин, страшное дело. Ну, так стреляет, блин, там некоторые сучки такие есть, там мощные, вот они даже не колятся. Как даст, как будто с ружья, блин. Тоже, короче, ну, если, допустим, вот ребенок или что-то еще, вот тоже плоховато, конечно. А так в целом ништяк. Всю ночь что-то там валило, надо посмотреть. Давайте посмотрим, как там погода. Ну да. Здесь снежок. Снежочек накрапал. Неплохо так. Лодка вся в снегу, но если снег, то мороза нету, ребята. А послезавтра обещают вообще морозняк капитальный. Но ночью заморозок был хороший. Вот так выглядит палатка, ребят, смотрите. Красиво, да, очень? Ну что, братцы, будем собираться. Самая такая неприятная сейчас занятие. Тем более в такую погоду. Все снежное, блин. Налима, наверное, мы таки не увидим. Хлам плывет. Начну с краю. И вот так продолжу. Вода на прибыль, ребят, пошла. Прибывает. Ну, понятное дело, должно быть так. Дожди были, снег, дождь, снег. А если был бы мороз, ребят, руки бы я оставил. Я как-то попал тоже поздней осенью. В каком году, не помню, позапрошлом, наверное. Ночевал я на улице без палатки, вот как обычно. И утром морозик, и вот все снежное. Одну донку проверяешь, все. Идешь, просто руки отогреваешь. Одну донку снимаешь, идешь, все, руки колом просто. Я тогда, конечно, офигел вообще. Много историй было на самом деле. Интересных, ловистых. Сколько налима мы ловили в детстве, это просто, конечно, жуть. Наверное, почему моя любимая рыбалка стала, потому что налима ловили постоянно. Ух ты, ребят, смотрите, смотрите. Щучка, короче, щучка на налима, смотрите, берет. Хопа, взяла. Держит, 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 держит. Смотрите, что творит, а. Чепуха. Маленький налимчик. А я тащу голову, не понял. Дрк, дрк, что-то дергает, 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 дергает. Вон она стоит. Опять стоит. Сейчас кинем, попробуем. Щука еще питается. Да, прикольный кадр. Но мелкая щука. Все, наверное, уплыла. Все, ребят, я собрался.
Вот такая полянка оттаившаяся. И сейчас ее засыпят. Дрова вот у меня остались. Пойду. Ну, местные, конечно, тоже наглеют. Пока собираюсь, смотрю, проверяют сетки мои. Ну, в заводь туда заплыли. Вообще, люди, конечно, блин. Да, ребята, снежная королева, блин, моя. Охренеть. Здорово. Че чужого трогаете? Нахуя? Нахуя? Нахуя проверяете? Я забрал. Что забрал? Ты где забрал? Я забрал. Забрал он, блядь. Нормально, смотрите. Еще бы, ладно, проверили, так они еще и забрали, короче, до кучи. И вот понимаете, какой народ, да? Я им там кричал, ну, вижу, лодка заплыла, старец. Ну, я спон там делал, крикнул, что там как бы, ну, чтобы не напоролись, потому что, ну, не видно же будет, правильно? Я, говорит, свое забрал. Что тут свое забрал? Сетей нету, блядь. Черти, блядь. Вот такие люди, блядь. Ты куда, красавица, пошла? А? Не холодно тебе, девочка? Вот белки, ребят, смотрите, как плавают. На раз-два прям. Ах, девчонка маленькая. Давай, давай в ту сторону. Тебе в ту сторону надо. Тебе в ту сторону, девчонка. Подруга, давай в ту сторону. Куда пошла? Я в другую сторону. Отвоевали, так скажем, по жидкой воде, скорее всего, потому что все, но это уже не дело. Не дело, погода выгоняет, все, ребята, да и Налим что-то капризничает. Так что будем закрывать сезон, ребята. Хороший был сезон, в принципе, мне понравился, было всяко разно. Были и плохие моменты, и хорошие, и интересные, и даже такие эмоциональные. Так что все здорово, ребят. Буду прощаться, родные, увидимся по жидкой воде, точнее по твердой уже воде. Я думаю, скоро-скоро на каналах. Все, ребята, всех обнял, счастья, здоровья, любви. На связи. А я погнал. Follow no wind, getting deeper in the frame. I see your face, I feel the pain, but you chose the path I follow. I'm in love with the way that you hold me when I fall back down, and I'm in love with the words from your voice that pull me off the ground now. This love's been a long time coming. My breath's so
Я не понял.